Привет всем любителям хорошего чтения! Сегодня, в самый разгар зимних каникул, я предлагаю вам вспомнить о школе. Когда я училась в школе, то всегда с нетерпением ждала начала учебного года. Мне нравилось выбирать новые ручки, покупать тетради. Я очень любила школьную программу, она всегда была для меня интересной и увлекательной. Благодаря ей я познакомилась со многими интересными авторами. А вас сегодня ждут две истории о разных школах. И, как всегда, с ними вас познакомят наши читатели. «Я хочу в школу». Эту замечательную книгу написали Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, когда приходится спасать любимую школу. Это фантастика, сказ и небылица. В этой книге вы не встретите инопланетян, бабу-ягу или на худой конец говорящих животных. Зато познакомитесь с удивительной школой, в которую ученики по утрам бегут с одной мыслью – поскорее бы. В ней исполняются самые смелые мечты, от полета на воздушном шаре до путешествия на Эльбрус. В ней нет привычных предметов и параллелей, но есть куча проектов и братства единомышленников. Словом, чудо, а не школа. Однако, как и всякое чудо, оно очень хрупко, и в один очень непрекрасный день ученикам приходится встать грудью на защиту своей мечты. Герои этих книг совершенно обычные ребята, но когда их любимая школа закрывается, ученикам приходится столкнуться с суровой реальностью других школ, где уже не получается открыто выражать свои мысли, где нужно сидеть за партой и отвечать так, как требует учитель. Произведение написано довольно легко и быстро читается. Повесть, несомненно, интересная. Хочу представить вам автора Евгения Борисовна Пастернак. Писательница из Беларуси, родилась и живет в Минске. В годы обучения в БРУ много времени проводила в студенческом театре, где стать писательницей ее подтолкнул будущий соавтор Андрей Жвалевский. Евгения Борисовна пишет пьесы, в основном инсценировки собственных книг. Андрей Жвалевский – современный писатель и журналист, родился в городе Гродно, Республика Беларусь, в 1967 году. Будущий писатель занимался дизайном ценных и защищенных бумаг, потом перешел в журналистику. В 2002 году вышла его первая книга, компьютерная книжка. А это история о героях-попаданцах, волей судьбы попавших в волшебный мир. Во взрослой литературе это очень популярная тема. К ней обращались многие известные писатели-фантасты: Андрей Круз, Сергей Лукьяненко, Марина и Сергей Дьяченко. В детской литературе все знают такие книги, как «Гарри Поттер», «Волшебник изумрудного города», «Хроники Нарнии», «Алиса в стране чудес». Я думаю, у каждого из вас есть своя любимая книга о героях, попавших в волшебную страну. «Странные соседи» и «Черный кот». Предлагаем вашему вниманию книгу под названием «Каролина», которую написал Нил Гейман. Что делать, если ты переехал в новый дом? До школы еще целая неделя. На улице дождь и туман, а родители вечно заняты. Так юная Каролина знакомится с весьма странными соседями и в высшей степени независимым черным котом, а потом обнаруживает запертую дверь, ведущую в никуда. Как бы не так, за этой дверью целый мир. Мир, в котором все точно так же и совершенно по-другому. Мир, в котором тебя ждут вкусная еда и красивая одежда. Но главное, другие мама и папа точно такие же, но более внимательные и заботливые. Только кожа у них тонкая и белая, как бумага. Только пальцы их чересчур длинные и нервные. А вместо глаз у них круглые пуговицы. Только слишком уж жутко от одной мысли остаться с ними навсегда. Эта история не только детская страшилка. Она поднимает темы адаптации при переезде, столкновения реального и вымышленного мира, взаимоотношения детей и родителей. Довольно необычные обстоятельства делают конфликты острее, вырисовывая проблемы ярче. Немного об авторе книги. Нил Гейман родился в 1960 году в городе Порт-Честер, Англия. Нил начал читать с 4-летнего возраста. Маленький мальчик проглатывал книги, когда Гейму исполнилось 10 лет. В его руки попало произведение мистика Денниса Уитли, оказавшее на его колоссальное влияние. В числе любимых авторов был и Джон Толкин, Льюис Кэрролл, братья Стругацкие. Именно любовь к чтению помогла Нилу стать
чуть лучше не лучше учеников в классе. Дело в том, что когда выдавали школьные учебники, любознательный Нил прочитывал все от корки до корки, поэтому знал наперед, что будет в учебнике программе, но по окончанию школы молодой человек не стал связывать свою судьбу с университетом, а сразу устроился корреспондентом в британское издание.